Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках Года педагога и наставника в России повсеместно проводят различные мероприятия. Наша республика не исключение. В эти дни в Северо-Восточном федеральном университете совместно с общественной организацией «Клуб Учитель года» Республики Саха-Якутия проводится 10-й открытый профессиональный конкурс педагогического мастерства и общественного признания «Серебряный пеликан-2023». Подробнее о целях и задачах конкурса нам расскажет гостья из Москвы, член жюри конкурса Оксана Родионова, главный специалист Департамента общественных связей аппарата Общероссийского профсоюза образования. Оксана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о значимости таких конкурсов, как «Серебряный пеликан» для молодых педагогов. Знаете, вообще это такая тема громадная, да, что, мне кажется, вообще стоит посвящать этому отдельные программы на телевидении и так далее, в других местах. Это, правда, очень важно. Ведь когда-то придумали конкурс «Учитель года», который сейчас знают все. Его придумали в учительской газете, в которой я проработала 20 лет, работала в Общероссийском профсоюзе образования, который тоже является соучредителем конкурса «Учитель года». «Серебряный пеликан» – это как бы брат конкурса «Учитель года», большого брата. Это тоже возможность для учителя поучаствовать в конкурсе, рассказать о своем опыте, узнать об опыте коллег и вообще стать публичным человеком. Учитель в своем классе, да, он учит своих детей, встречается с родителями. Это такой свой мирок. А выйти за границы этого мира и показать себя, поучиться ораторскому мастерству, умению держать себя, это для учителя необыкновенно важно. Многие говорят, что на «Учителя года» поучаствовав, они вообще другими людьми возвращаются в свою обычную жизнь. И «Серебряный пеликан» в этом смысле тоже очень хорошая тренировочная площадка. Здорово, что в вашей республике такое мероприятие придумали. Это замечательно. В чем основная задача членов жюри конкурса, на ваш взгляд? Знаете, очень правильный вопрос в том смысле, что их, правда, несколько задач. Есть такая основная задача, как бы непосредственно. Приходят учителя, члены жюри смотрят на их учебные занятия, другие испытания. Сейчас тоже новое испытание появилось. За 5 минут они должны рассказать о том, как бы они провели воспитательные мероприятия по выбранной по жребию теме. Вот так интересно. Они 3 минуты готовятся, 5 минут рассказывают. Это, конечно, стресс. И жюри смотрит, как ведет себя человек, насколько методически подкован, какой у него опыт, может ли он о нем рассказать. Самое главное, как он общается с детьми. Вот это, конечно, учебное занятие, это главное испытание конкурса. И тут все вместе. И методика, и как человек проводит урок, и как он общается с детьми. Вот это все очень важно. Но есть еще вторая задача у жюри конкурса, которая мне даже больше нравится. Помочь человеку, учителю, да, педагогу разных предметов, понять, какие у него есть дефициты, какие у него есть проблемы, как у педагога, как он может с ними справиться. Это не просто, да, человеку очень сложно иногда услышать о том, что у него есть проблемы какие-то, да, особенно учителю. Учитель, он же пример, образец, он ходит в класс, с детьми разговаривает, и он, значит, самый главный, самый умный. Это так и есть, действительно. Учителя, которые участвуют в конкурсе в этом, они очень умные и замечательные. Но всегда хорошо, да, научиться чему-то и преодолеть в себе какие-то проблемы. И для этого как раз жюри и нужно. Мне кажется, хорошо, что оно приезжает из разных регионов страны, вот эти наши замечательные учителя года, которые входят в жюри. Но ведь приходится оценивать такие разные грани. Как подобрать критерии оценки? Какие критерии? Ой, это всегда сложно. Знаете, всегда есть критерии оценки, конечно, они есть в положении, и на «Учителе года», на конкурсе «Серебряный пеликан». И конкурс сейчас проходит для студентов одновременно с «Серебряным пеликаном», проходит для студентов будущих педагогов. Есть критерии, но все равно, кроме этих критерий формальных, которые учитывает жюри, есть еще этот опыт педагогический. Я со своей стороны смотрю как журналист, как человек, который, как бы профсоюзный какой-то взгляд, да, журналистский взгляд. А учителя года, они смотрят, исходя из своего педагогического опыта, как наставники, как педагоги. И иногда эти критерии трудно как-то формализовать, да? Трудно как-то сформулировать как-то. Они смотрят, исходя из своего опыта. Такой общий вопрос, да, каким должен быть современный учитель? Кто он для учеников? Это, мне кажется, очень сложный, правда, вопрос, потому что если спросить самих учеников, то они скажут, что он должен быть добрым и понимающим. Да? Никто не хочет из учеников, чтобы учитель ставил ему двойки и ругал его. Или есть ученики, которые говорят, он не должен кричать, да? Не должен ни в коем случае.
Это сложно. Вот наш общероссийский профсоюз образования, который я представляю, сейчас очень озабочен такой проблемой психологического выгорания учителя. Да? Учитель должен и документы подготовить, и урок провести, и представить себя на профессиональном конкурсе. И поэтому он, конечно, должен уметь в первую очередь справиться со своими нервами, организовать свой день. И у нас даже есть вот в нашем профсоюзе образования такие программы, которые помогают ему это сделать. Вот научиться собой управлять, что называется, и научиться общаться с разными людьми, потому что есть проблемы с учениками, с родителями. И каким он должен быть учитель, у каждого свой взгляд, да, на это. У начальства один, у родителей другой, у учеников третий. Но, наверное, он должен быть современным и, значит, профессиональным, высокопрофессиональным, замечательной личностью и еще беречь себя. Это уже как профсоюзный взгляд на тему. Вот вообще какие проблемы возникают в школах? Вот почему зачастую родители недовольны качеством образования? Мне кажется, что если, ну, опять-таки, вот я говорю, наверное, это профсоюзный взгляд, если все вместе работают, учитель, администрация школы, профсоюзные организации, родители, они договариваются о чем-то, о том, что, как они будут вместе общаться и как образование будет развиваться в данной школе, да, ну пусть оно как бы такая мелкая ячейка, но очень важная, да, первичная такая ячейка образовательная, то тогда все хорошо. А проблемы возникают, когда возникает непонимание, да. У родителей приходят со своими претензиями, со своим каким-то взглядом на то, как должны учиться его дети. А учитель у него свое, потому что учитель, он профессионал, он обучен, он знает программы, методики, он понимает, что пригодится ученику, когда он выйдет из школы, да, как нужно готовить к ЕГЭ, ОГЭ, да, все это тоже очень важная проблема. В общем, если могут люди договориться, то это хорошо. А когда возникают проблемы, и тут важно каждый из участников этого образовательного процесса, чтобы он услышал другого, да, и понял его. И тогда все будет замечательно. Это вот мы поговорили о взаимодействии учитель-родитель. Да, вот если ребенок в школе не понял тему, да, вот кому нужно объяснять? Дома родителям? Или все-таки это задача учителя, и он должен это объяснить на уроке? Знаете, я вот убеждена, у меня дочка закончила школу, когда она училась в начальном классе, у нас прекрасная учительница была. Но проблема была в том, я ни в коем случае как бы эту учительницу не критикую, но проблема была в том, что она, мне кажется, вот не научила детей самих учиться. Поэтому очень многие вещи вот по научению детей, как нужно учиться, как проект готовить, как домашнее задание выполнять, упала на родителей. А многие родители не хотели этому детей учить, но это как бы это большая проблема, это же такая задача сложная. И они сами все делали за детей. И у нас было такое соревнование родителей. Кто сделает лучше домашнее задание? Кто сделает лучше поделку или какой-то проект? Так что я думаю, что главная задача учителя – научить детей учиться. И тогда родителям не придется выполнять за них задания, да, домашние. И они скажут: тебя же учительница научила. Вот посмотри в свои записи, вспомни, что это было, и сделай сам. А я тебе помогу, если уж совсем вот, будет какая-то сложная ситуация. Вот мне кажется, это идеальный вариант. Поговорим о самом конкурсе «Серебряный пеликан». Он уже проходит в 10-й раз. Вот, вы, наверное, замечаете какую-то динамику, да, как меняется вообще сам образ учителя. Да, расскажите конечно. об этом, каким становится учитель современный. Ой, знаете, очень интересно. Я наблюдаю, вот, когда 10 лет назад начинался этот конкурс, как учитель года Западной Якутии, было такое, как бы такой страх какой-то. Вот, многие учителя приезжали на этот конкурс, выходили на эти испытания, и пусть даже это как бы не вот это основной конкурс учителя года, да, который конкурс профессионального мастерства, а как бы такой запасной, что ли, дополнительный, но он не выглядел, все было серьезно. Жюри, все испытания, и поэтому люди были очень испуганы. Вот у них было такое ощущение, как страшно, мне кто-то оценивает, вот что это такое, как мне себя вести. Сейчас, знаете, вот участники конкурса, я вчера посмотрела на них, они выглядят более уверенно. Они уже умеют себя вести. Они понимают, что это им необходимо, в первую очередь, для повышения их профессионального мастерства. И даже студенты, вот мне вчера очень понравилось, это «Крылья педагогики», это замечательный первый конкурс, который, мне кажется, это тот образец, который должны взять другие регионы у вас. В республике Якутия, Саха вот сделали то, на что должны ориентироваться другие регионы. Вот эти «Крылья педагогики», чтобы студенты могли попробовать себя в конкурсе и стать хорошими учителями. И вот я говорю, что вот, возвращаясь к вашему вопросу, извините, ушла от него на эти «Крылья педагогики»,
Прекрасно. Педагоги чувствуют себя более уверенно, и я думаю, что этому поспособствовал этот конкурс. То, что он проходит 10-й раз, люди научились, глядя на своих коллег, которые участвовали в конкурсе в другие годы, они поняли, что этот конкурс нужен, и уже им не так страшно, и уже они думают о том, чтобы повысить свой профессионализм, чтобы хорошо поучаствовать в конкурсе и стать лучше как учителю. Ну и отсюда выходящий вопрос, каким вы видите будущее конкурса «Серебряный пеликан»? Мне бы не хотелось, чтобы он исчез как-то, да. Я понимаю, что он как бы не основной, его проводит там не государство, а университет, клуб «Учитель года». Очень хотелось бы, чтобы он продолжался. Не знаю, может быть, как-то модернизировался, какие-то придумывали бы новые испытания. Может быть, привлекли бы родителей, не знаю, учеников, еще кого-то, профсоюзные организации, чтобы она как-то более активно участвовала. Потому что в каждой школе же есть профсоюз фактически, да, и, может быть, как-то можно придумать какие-то объединяющие испытания для профсоюза и для учителей. Обязательно я бы хотела даже просить клуб учителей года, который был инициатором, Юрий Васильевич Канатов, который создал этот клуб, сейчас люди, которые входят в этот клуб, в современные, так сказать, чтобы они что-то придумали, и такой конкурс бы продолжался, а главное, вот, хороший вопрос вы задали, прямо у меня столько мыслей сразу возникло, главное, чтобы опыт участников конкурса был каким-то образом востребован. И не только в сборниках письменный этот опыт представлен, но чтобы они на телевидении вот выступали, на радио, там, не знаю, какие-то свои передачи в социальных сетях вели, в интернете, чтобы они блистали, и люди, как раз вот и родители, в том числе учеников, видели, какие замечательные люди учителя. Вот, и что они достойны и уважения, и развития, да, и что их опыт должен распространяться и по всей стране, и по вашей республике. Ну, если действительно этот конкурс хорошая площадка для того, чтобы сделать учителя общественным человеком, то почему бы, да, учителям действительно не делиться опытом, не выходить, как говорится, в люди, да, и вещать не только на уровне класса, Да. а вещать, в принципе, да, на уровне общественности. Оксана Александровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов. Ну, естественно, выбрать, как говорится, лучших учителей на конкурсе «Серебряный пеликан». Ну и приезжайте еще в Якутию, будем рады видеть вас. Спасибо большое, что пригласили. Всегда рада быть в вашей республике. Обожаю людей душевнейших, которые здесь живут. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.